Мы же будем шаманское гамлание будем делать глубь веков, 30 тысяч лет тому назад. Что творилось тогда на земле? И шаманы, под руководством шаманов, как это люди жили, как у людей селяли. Шаманы как оставили людей выжить в разных странах сурового климата. Я начну играть костер. Анда biraz hasta olsa спасибо. Начинайте. Начинайте. Хамнар, чину тойдума, чину гордума. Шаманы что видели, что почувствовали и что слышали. Надо каждый думать. Это есть разные, я сказал, разных одеяниях, разных древнейших людей. И потом когда меняются времена, тоже по-другому. Там много так менялись жизни. Много тысячелетий, 30 тысяч лет. И проходили люди сперва. Но, конечно, это можно считать древнейшие люди, пещерные люди. Даже только что они осваивают разные земли и разные растения, разные животные приучаются. Вот этот ихние слова мне в глазах, мне они виделись и мне говорили вот уши вот мои. Надо возродить во всем мире шаманизм.
ни различия никакой национальности, никакой расы. Потому что в древние времена это единственный верование народов. Вот. Надо объединиться, надо поднимать разум человечества, который утерянный во вреде разных религий. Я видел возрождение всяких стран шаманизма. Это меня очень радует. Тувинские шаманы это самые многочисленные шаманы. В Туве сейчас в районах, поселках и разных шаманских стоянах, если считать всех, я перепись делал, 500 шаманов пока есть в Туве. На местах, которые не выезжая, вот там и своим людям тоже помогает. Эра, который 21 век, эра Водолея, это эра ведического шаманизма. Шаманов уничтожали, расстреливали, сжигали и сажали, салали. Это толку не было. Потому что разные религии своего хотели добиться и не добились. Потому что шаман рождается по генетически, по крови, по кости. Если шаман умирает, его сын остается. Вот внук остается. Потом рождается шаман. Это у нас древние предки, очень умные люди были. Шамана, жрецы. Они прививки сделали. Или генетические прививки. Чтоб никогда никогда не исчезали шамана. Вот. Шаманизм это сильнейшая, магическая, мистическая знание и наследие предков, который сидит у нас, всех шаманов. О, вот. Вот это лицо на Марсе лежит. На Марсе. Вот так лежит лицо. Откуда знали наши предки это лицо, чтобы он на Марсе лежит? Откуда они это все нарисовали? Тогда телескопов ничего не было. Они знали, ведь. А потом в современное время, когда мне перешло от предков, это бубен, рисунок, разные ученые разных стран сказали это лицо на Марсе. Видели, да? Вот. Откуда знали наши предки? Они видели, они были там, на Марсе. За 33 слоев земли побывали, путешествовали. И оттуда это изобретение вот, сделали и на бубне. Это древнейший бубен моих предков. Поэтому я хочу не только вот тувинских шаманов, российских шаманов, разных регионов и иностранных оставших шаманов. Я призываю, как верховный шаман Республики Тува, объединиться и договориться, чтобы мы среди разных религий, чтобы выжили еще дальше. Не только выжили, а мы хотим тех древних времен, которые
шаманы были возвышенности. Мы тоже так же будем добиться. Я желаю вам успеха, здоровья и дружбы. Друг друга уважали шаманов. Нечего шамана делиться, потому что земля большая. Природа у нас отличная во всех странах, если их хорошо беречь. И помогайте разным народам. Их утерянное здоровье верните. Молодым показывайте путь в жизни. Чтобы они трудно жили. Трудно жили и трудно рожали детей и воспитывали. В 2007 года началось, и все шаманы потребность они ушли. Сюда приходили лама, буддисты. Когда буддист приходит, читает сутра, их духи озера, не только озер, горные духи, и разные, водяные, разные духи убегут. Потому что тибетский язык наши духи не знают. Это совершенно иностранный язык. Надо, я им говорю, 15 лет я говорю им, надо перевести на тувинский язык, хотя бы на русский язык. Это сутра. Это опасная вещь. Это, вот ежегодно они байдага буддисты там освещают, и базары. А потом, когда много базаров становится, и к нам прибегают, и говорят, надо тушить базар. Вызывать тоже. К нам приходит. Это трудные времена, доктор Хадан. Вспоминайте. Это очень печально. Не только это религия это философия. Разные. Ну, философия это обман. Философия сюда говоришь, отсюда вылетает. А вот шаманский это дело. Это шаманизм, это не природа. Шаман должен оберегать свою природу, чтобы никакой базары не было, никакой засухи не было. Нас туда не пускает сейчас. Мы же не удел, мы же в стороне остались-то. То есть, получается, если бы сейчас к вам обратились, и шаманы могли бы объединиться, то можно было бы и вызвать дождь, попросить? Мы же делали это, просили. Дождей вызывали. Вызывали и вот тушили. А нас вертолетом туда не возят, тайгу. Разными вездоходами не возят. У нас вертолетом нету, вездоходов нету. Кое-как мы добираемся туда и вызываем. Потому что мы жалеем свою природу, жалеем свой народ. Чтобы они дышали чистый воздух. А как вы думаете, из-за чего в последнее время так много вот? Потому что каждый начальство говорит, каждый поп говорит, каждый лама говорит, что шаманы это плохие люди. Это бесы, сами, это шаманы связанные. Даже Кирилл, патриарх Кирилл, так кричит. Такой уровень, как христианская вера, как буддийская вера, так, тоже шаманские вот, верования, тоже так же понимать. Тогда будет равновесие. Не только давить шаманов-то. Это не коммунизм закончится. И сейчас продолжается. Давить шаманов-то. Мы не удел. Это не удел, это, знаете, в русском языке я говорю, что мы в стороне находимся. Вот государство ни копейки не получаем, понимаешь? Добровольно мы этот дождей вызываем. От жалости своего народа. Вот где базары, сильнейшие базары, надо шамана собирать и туда свести вертолетом. Зря они просто не летают. Там много денег тратят на солярку, там этот керосин. Скажите, а правильно я понимаю, что природа сердится, что шаманов забыли? Конечно, это будет катастрофа. Знаешь, если вот так продолжать будет. Вообще, человечество может исчезнуть. В древние времена людей-то, народ-то, чтобы выжили, шаманы не помогли. До серного человека. А сейчас что?
Везде это очерняют шаманов, что они черти. Чертями работают, бесами. А знающие люди только приходят исцеляться. Свои недуги, болезни. И разные такое, свои проблемы решать. Вот в коммунистические времена жили, сейчас в Бакве где-то 70-80 лет. Они вообще ничего не понимают. У них на уме только научный коммунизм. Понимаете? Вот. А вот в буддизм пришли, а они говорят, о, это хорошо. Это как большая лошадь, и как дух, коллективный дух шамана. Что-то не может подняться, ноги слабые, не может подняться. Очень трудно, очень трудно. А как всадник, голова как шиш над головой. От неба очень большая связь, от звезд, от других миров идет связь. От земли слабая связь. Почему? Почему люди потеряли шаманские традиции? Этот обряд принесет благо людям, очищение, здоровье. Шаман очищает в первую очередь себя, потом очищает свое общество, потом очищает всю землю, все другие страны, где есть чурторан, все очищает. Поэтому это обряд очень хороший. Чуге бутары кошкак, баш как шишишкаш, бирден харилза олух, джагастен тирден кошкак та чуфе та улус сагырвес, улус туза кылпас, улустан туза эвеш, сонда по ан чирликан эки улу хайраканышкаш, алдирих эки мергези. Апар чугле шуптулу стойки кылыр, боян кылыр, каденарки кылыр, харылза улух, дирден сылдысту менден харылза улух, поталазидан сылдыстан туза, по эгези чон чуптен, эгези ики, хамнарнын чуве, эгези эки чуве, улусту боян кылыр, чугле боян. Шупту, дискиндер ики, шупту аргылады турган. Шаманка, Ишмерк, Шаганар, Лукемский район. Вера Саджина. Вот женщина правильно вопрос задала. Я вот когда второй круг сделал, да, вот, в сторону восходящего солнца, оттуда вышла, оказывается, дух озера женщина, она плачет. Потом я сзади ее услышал, что эту лечащ, этот, не беспокойся женщина, она сама скажет. И со стороны духов пещеры, белый олень и белый морал вместе пришли, женщину успокаивали. И плащ, вот шаманы все сделали. Она плакала, высыхаю. Вот она правильно вопрос задала. Шаман Розаси Адыгера, тук медведя. Вот духи много, после этого они не мешали эти женщины. И вот со стороны, Тангду, с левой стороны очень темная сила, там озеро есть. Возле озера есть здание очень. Там черный гор. Я сам родился, вырос в долине царей. Я родился в Тандула, я просил Тандула, но там черная полоса, там очень большое здание, так, и знаете. Я думаю, это Хуре. Хуре, я думаю. Не каждый тувинец так может петь. Чисто на тувинском пел. У него уже... Да он чисто тувинец. Да? Да. Он японец. Он уже тувинин японец. Ничего не осталось.
чистейший. Чем интересно? Да.